Доброе утро, уважаемые телезрители. Фестивальный май в самом разгаре. Гастроли Пермского мистического театра у моста. Город арт-лаборатории, который в этом году охватывает не только пространство Казани, но и острова града Свияжск. Заряжены также Великие Болгары. И также в мае у нас «Белая сирень» фестиваль, посвященный памяти Сергея Рахманинова. А сегодня мы подводим точку в движении 27-го международного Нурийского фестиваля. И гость сегодняшней программы «Новое утро» – ведущий танцовщик театра имени Станиславского Немировича Данченко, в прошлом ведущий солист Королевского балета Лондона Сергей Полунин. Вообще, собственно, Казань плачет всегда на Жизеле, и Казань видела блистательных Жизелей и Лунькину, и вот была Анна из Шеллендер, очень необычная балерина, была британская француженка, которая, оказывается, была прикована к инвалидной коляске. Когда ты умираешь действительно физически, твои натуральные чувства еще больше, они явные, это не игра уже, ты действительно задыхаешься, ты сильно умираешь. И концовка очень трогательная, потому что ты все отдал, и от этой натуральные, такие первобытные чувства, это ты уже не играешь, а это ты уже то, что от тебя осталось, то, что ты пережил. И ты, конечно, погибаешь внутри в конце, то есть от тебя ничего не остается, и восстанавливаться тяжело. То есть 4 дня ты... 4, да, где-то ты только в себя. Вы сейчас такое стали как социальное явление, в какой-то степени вас цитируют, вас лепят скульптур, насколько я знаю, да, то есть вообще вот такие есть. А какой еще полярный вид искусства, вы думаете, нужно применить к вам? Каким еще видом искусства хочется заняться? Не хочется, ну как хочется, это моя мечта, это уйти в кино. И вот практически я уже это вот осуществил. Это Микки-Рурк меня зовет на небольшую роль в своем фильме, и я не могу еще назвать, русский режиссер планирует снимать про балет новый фильм, про большой балет, то есть про большой театр и про большую школу. Игровое кино, да? Да, это игровое кино, и я вот через 5 дней буквально еду на пробы, я уже встречался. А кто снимать будет? Я не знаю, если можно это пока... Конечно. Но это не «Черный лебедь 2», извиняюсь. Ну вот, похоже, как бы, я думаю, в России все-таки любят иногда, может, копировать, но я надеюсь, потому что этот режиссер, он еще слушает артистов, он слушает какие-то советы, и даже если он меня не выберет, я ему скажу, что, конечно, лучше, чтобы это не «Черный лебедь 2», а что-то свое, да. Не буду вас спрашивать про Лондон, но какое самое, может быть, творческое потрясение вы оттуда увезли с собой? Именно из мира искусства. Татуировки. Это тоже своеобразное искусство. И атмосфера, которая творилась в татуировочном салоне, это годами собирается такая компания, как бы люди, в принципе, занимаются только татуировками, это свободные люди, это люди делают, что хочу, это их не салон, он закрывается после 6, там вечеринки, там гульня, там играют в приставки, в компьютерные игры, там вот. Все, что как бы детская фантазия, сказал бы так, хочет. То есть в каждом человеке, я считаю, еще есть, в взрослом человеке есть желание возвратиться обратно в детство, вот в эту компанию, пошалить, побаловаться, поэтому. И татуировки это как напоминание такое. Это стиль жизни, ничего страшного. Ну да.
представителями терпсихора мы еще с вами встретимся в этой студии. Это будут Кристина Андреева и Олег Ивенко. Это будет совсем скоро. А я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего настроения. И у нас впереди еще немало жарких майских моментов.